испытано на себе. Мы находимся в Якутии, в Тампонском улусе, а именно в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Фактория Тампо». Этот кооператив занимается оленеводством и фактически является наследием легендарного советского совхоза «Тампонский». Его расцвет был под руководством героя социалистического труда Василия Михайловича Кладкина. Конечно, в советскую эпоху оленеводство в этих краях было очень развитым. Поголовье оленей достигало 22 тысяч и насчитывало 18 стад. Сегодня стадо номер 1 самое крупное по району. Поголовье оленей здесь насчитывает почти 1500 особей. Оленеводы стада ведут традиционный уклад жизни испокон веков. При этом используют в оленеводстве весь опыт поколений. Сегодня мы расскажем, как в наши дни проводят вакцинацию оленей. Наступило лето. Оленята уже окрепли, и в оленеводстве настала пора проводить мероприятия по вакцинации и маркировке оленей. Ведущие специалисты Управления ветеринарии Тампонского района с ветеринарно-испытательной лабораторией ежегодно отрабатывают по заявкам кооператива. И в этом году тоже выехали на дальнюю работу. Дорога здесь всегда своеобразна. Опытные водители пересекают горные реки по перекатам и далее через горные хребты преодолевают реку Тампо. Пока еще мост недостроен, можно проехать только на моторной лодке с водометным двигателем. Ну а далее путь пролегает на транспорте, любезно предоставленном дорожниками в рамках сотрудничества с оленеводами. И, наконец, на оленях встречают ветеринаров и идут на стойбище. В день приезда отдых, традиционная кухня из свежей оленины и баня. Специалисты проделали нелегкий путь, почти без сна. Впереди много работы, нужно хорошенько выспаться. Ну что, друзья, к нам сегодня уже приехали специалисты из ГБУ, Управления ветеринарии Тампонского района с ветеринарно-испытательной лабораторией. И приехав сюда, к нам в первое стадо в оленеводчество, специалисты уже занимаются подготовительным этапом. Подготовительные работы начинаются с осмотра места проведения корализации. Немного отдохнув с дороги, буквально на следующий день специалисты ветеринарии самостоятельно продвигаются до кораля. Пешая прогулка по лесотундре через качкарник для ветеринаров не проблема. Они здесь не впервой. Всего-то нужно отойти на пару километров от основной стоянки. И вот, добравшись до назначенного места, специалисты приступают к планированию фронта предстоящей работы. Сюда вот, чтобы добраться, нелегок путь, поэтому работа производится зачастую из средств, которые имеются под рукой. Мы в данный момент чиним коралл. Ну, то есть вот именно ветеринары приехали для того, чтобы произвести пересчет, корализацию и поставить, скажем так, вакцины. Вакцины для оленей от разных болезней. Но это мы, конечно, уточним еще дальше, что за прививки будут ставиться. Ну а так, в первую очередь, необходимо сделать коралл. Коралл – это загон для оленей, чтобы легче было работать с ними. Ну и вот в данный момент как раз-таки производятся ремонтные работы.
Коралл, конечно, не вечный, деревья тоже не вечные, все ломается, и необходимо производить вот ремонтные работы. И вот сейчас вот ребята как раз-таки занимаются восстановлением данного забора. Білейін бұтық, ремонт қаралы астын таулары қайықтақ бұд. Қасылақ жебеттірі бұдығы қаралы. Әтті оның татаққа астақ қарал. Бұдың барата ажыдан тұрар. Тоғығын ден депесит барата отнан мағына. Ұстаданы келерек бет. Аға. Ondan yok. Да, манукудух. Ветеринары – люди с большим опытом труда в полевых условиях. Работают не только с лекарствами, но и умело применяют практически все ручные орудия труда. Поэтому коралли ремонтируют легко и быстро. Комаров что-то много, но вот так вот мы практически закончили строительство забора. Ребята, конечно, знают свое дело. Стали сначала восстанавливать забор, как он есть, то есть ставить рогатки, ставить старые жерди, делать новые. Ну а потом было принято решение сделать просто живой забор. Вот, например, Игорь сейчас показывает, как это правильно делается. Просто, Игорь, скажи, пожалуйста, что вы там? Что мы сейчас делаем? Канат ремонтируем, чтобы по линии загнать, чтобы они не выскочили в ту сторону. Изгородь и крылья. Вот, ремонтируем. Ну вот у нас наглядно видно, как сделан забор, мы его восстановили. Ну и вот та вот часть, которая совсем была завалена, вот сделана вот таким вот образом, как живая баррикада. То есть мы специально не убирали сучки деревьев и вот так вот поставили забор, и он уходит вон туда далеко. Ну вот таким вот образом крылья изгороди, как вот сказал сейчас Игорь, мы уже отремонтировали. И стадо оленей, когда будут заходить непосредственно в сам коралл, уже будут упираться в нашу изгородь и идти прямиком именно в точку сбора, там, где будет происходить пересчет непосредственно в сам коралл внутрь. Ну вот, посмотрим. Скоро уже будем загонять оленей. И как раз посмотрим, как мы справились с поставленной задачей. Кораль представляет собой огромный деревянный загон для оленей, построенный на возвышенности с уклоном, чтобы весенние воды и летние дожди не скапливались и не разрушали постройку. Данный кораль сооружен еще в далеком 1972 году, в советскую эпоху, и до сих пор служит оленеводству верой и правдой. Конечно, некоторые части загона со временем приходят в негодность, но пока здесь есть оленеводы и ежегодно приезжают ветеринары, кораль поддерживается в пригодном для работы состоянии. Вместительность кораля поразительна. Сюда спокойно могут войти для пересчета 2000 особей. Кораль разделен на секторы, направляющие крылья. Это входная группа, представляющая собой длинную двухстороннюю изгородь. Сделано это, чтобы направить стадо к входным разборным воротам из жердей. Далее стадо заходит непосредственно в общий загон. Затем по несколько голов оленей ведут в предварительный загон, а после их направляют в сторону места вакцинации, в так называемую рабочую камеру. Пересчет голов и вакцинация проходят в очень маленьком и узком помещении. В нем одновременно могут находиться по 3-4 оленя. Это сделано для удобства. Оленеводы в шутку называют рабочий загон «шестиугольник» или «октагон», ведь именно здесь происходят прямо настоящие схватки ветеринаров и оленеводов с оленями. Конечно, находясь в таком маленьком помещении, каждый свободолюбивый олень будет стремиться скорее его покинуть, при этом готов ударить копытом кого угодно из находящихся рядом. После вакцинации оленей выпускают в накопительную камеру,
где они спокойно ожидают, пока все собратья пройдут пересчет. По завершению стадо ведут обратно через крылья кораля. Завершив ремонт, мы еще раз прошлись по пути следования стада и тщательно проверили всю протяженность крыльев кораля, чтобы не было ни одного места, где смог бы проскочить олень. Затем приступили к осмотру непосредственно секторов накопления. Ну и, конечно, шестиугольника. Ну, здесь, в Тампонском районе, в оленеводстве порыбачить мне, конечно, еще пока не удалось, но уже занимаемся немножко другой рыбалкой. Оказывается, загон оленей в коралл – это практически рыбалка. То есть коралл здесь представляет собой невод, и как каждый уважающий себя рыбак, необходимо отремонтировать невод. Ну, то есть пользоваться неводом без дыр, чтобы рыба не ушла. Так и здесь необходимо тщательно отремонтировать коралл, чтобы не было ни одной дыры, по которой мог бы олень убежать. А ведь видите, если хотя бы один олень выбежит из коралла, все стадо будет проходить именно по этому протоптанному пути. Поэтому вот специалисты ветеринарии занимаются именно вот ремонтом прямо тщательным. Видите, некоторые палки, которые уже были сгнившие, заменяются. Дыры вот эти большие, по которым может пройти олень, затыкаются. Ну, как сказать, ставятся новые палки. А вот это вот вы делаете, сейчас стругаете, это для чего? Чтобы не поранить олень? Чтобы не сгнило. Чтобы не сгнило эта штука. Ну. Я вот немножко ошибся. Оказывается, чтобы не сгнила палка, вот свежая, да? Свежий листвяк ставится вот как забор и сразу же стругается. Ну, то есть убирается кора. Я думал, это чтобы олень не поранился, а тут ребята сказали, что оказывается, чтобы не сгнило, чтобы пользоваться потом веками. Ну вот она, вот эта вот территория, куда первично олени должны зайти. Тут высокий, хороший забор, в отличие от крыльев. Но тут он прямо высокий. Выше среднестатистического роста человека. Это чтобы олень не выпрыгнул. Вот в этой зоне будет накапливаться стадо оленей. Игорь, а вон остальное, вон туда вот тоже будем выпускать, да? Или как? Ага. Ну это, то есть, получается, стадо вот посюда заходит, потом... А здесь? Ага, мы здесь открываем, они туда тоже зайдут, да? Да не, мы вот тут заходим. Вот сюда они входят. Ага. Там биркуем, потом пускаем туда. Уже сделано олень. Ну то есть вот там вот будут олени, которые уже... Вакцинированные с бишком. Понятно. Получается, тут все по уму. Олени сначала сюда загоняют, потом отправляют по маленькому проходу. Сейчас я вам покажу. И они уже будут за забором, ну, за забором, скажем, вакцинации, но при этом будут ожидать следующих действий, вообще выпуска на волю в определенном загоне, в другом. Ну, а на сегодня у нас работы по восстановлению коралла закончены. Мы сейчас уже пойдем на стадо и... Ну, то есть на стойбище. И будем отдыхать, необходимо набраться сил. И уже скоро, ну, может быть, завтра или сегодня вечером, посмотрим, как скажут, будем загонять оленей и заниматься вакцинацией и чипированием. Но это будет уже отдельная история, мы вам ее обязательно покажем. Ну и заодно проверим нашу работу, то есть выполнили ли мы свою поставленную задачу. Убегут ли олени или нет, или все-таки они прямо как... задумано, зайдут в коралл, и у нас все хорошо получится. И, между прочим, в коралле, кстати, происходят большие драки с оленями. Там прямо, говорят, боепики можно снимать. Вернее, боевики. Ну вот, мы в ожидании, прямо в ожидании большом. Испытано на себе. А у нас олени, порода у нас эвенская, горно-таежная. Олени у нас пасутся в горах в летнее время, а зимнее время в низовьях рек. Ну вот так и живем. Ну у нас поголовье 1500 в настоящее время. Сейчас
Сейчас вот скоро начнется пересчет, через завтра, наверное, загоним в коралл. И там пересчитаем новорожденных тугутов. И будет видно прирост оленей. Вот. Но олени вот уже уходят у нас Сейчас у нас летнее время круглосуточное дежурство. Дневное, ночное. Вот сейчас мы уходим на ночное. Олени уже пошли, встали. И будем кормить, вблизи гор. В вечернее время ягель ночной, а потом спускаются на реку, и там зелень едят, растительность. Тут у нас ближе к Арктике мы находимся, на границе. У нас тут Верхоянские хребты и самый холодный полюс холода, как говорят, вокруг Верхоянских хребтов. Сложность в том, что зимой очень холодно, да, в зимнее время. Минус 50-60 достигает. И в такое время года мы ездим собирать оленей. Когда женщин не бывает, очень сложно бывает. Приезжаешь в холодную палатку, разогреваешь, пока разогреется, пока что все холодное, все ледяное, сам весь холодный. В нем еще при солнце еще тепло, да. А когда солнце исчезает, темнота, все замерзает. И вот приезжаешь такой ледяной, затапливаешь печку, и все, и начинаешь готовить. Не готовить, а разогревать. А это уже время. Вот так вот и сложность такая вот. У нас, как сказать, продукция от оленя, мясо, из шкуры шьем одежду, с камусов унты, и понты. Так что там всякие биодобавки делают из понтов. Вот так вот. Испытано на себе. Всем доброе утро. 14 июня. Середина лета уже, да? Я только проснулся. Он убрал свою кровать, лежал на шкуре, под ней матрас. Затопил печку. Вот у меня печечка горит. Чайнички сразу же стоят. Сейчас буду подогревать, что-нибудь перекусить. Кстати, вот мясо здесь сушится. То самое хваленое сушеное мясо. Это оленина. Она еще пока не готова. Пока только сушится, вон там тоже. Я вообще сегодня ночевал один. Дима с Соней, мои соседи, друзья по работе, коллеги, поехали на ночное дежурство. И сейчас вот-вот должны уже пригнать оленей. И чтобы им было комфортно, я, конечно же, сегодня как чумработник все готовлю так, чтобы было им комфортно, когда они придут. Ну а вообще, я просто хотел вам сказать, что сейчас середина июля, а на дворе вот такая вот красота. Идет снег. Это даже, заметьте, не снег с дождем, а просто снег. Вон сейчас пойду там, буду заготавливать дрова. Видимо, дров сегодня понадобится много. ребята должны прийти вон оттуда. Там горы-то уже не видно, наверное, из-за снега. Но я их жду. Пойду готовить. Планы на скорейшую кораллизацию были сломаны. Вмешалась непогода, и продлилась она 3 дня. Работать в дождь неудобно и даже опасно.
почва влажная, есть вероятность поскользнуться, упасть под копыта оленя и получить серьезную травму. Но ветеринары времени зря не теряли. Осмотрели рабочих собак и провели несложные профилактические работы. Ведь собаки для оленеводов – это не просто друзья, а полноценные коллеги, без которых практически невозможно заниматься оленеводством. Два куртки сразу. Много не надо, а то до мяса дойдем. Маленький еще здесь. Ох, хорош. По два на мясо зашважу. Сейчас отсюда берем. Вот рогиля на мясе она. Вон туда в дырку. А, там не будет она. Сильно не надо. Всё. Во время командировки олень стада номер 1 хозяйка обратилась насчет собаки, что у него пятый палец вырос и воткнулся в мясо. Ну вот мы отрезали. И в дождь, и в зной, несмотря ни на что, всегда готов к труду и к обороне. Это главный девиз оленеводов. Ну и, конечно, у природы нет плохой погоды. Несмотря на то, что корализация приостановлена, все равно найдется другая работа. Тёма, что делаем? А? Тугутов ловим? А для чего? Какая? А? Лукена ставить метки. Мы сейчас ставим метки важеньком. Тугута. Определяем по ушам, по меткам. Совхозный справа и слева, снизу. А частный хоть как. Только чтобы не было похоже на совхозный. Сейчас опытный оленевод Дима поймает тугута и поставит метку на ушах. Левый снизу, правый слева. Тёма, а как определяют, какого именно нужно поймать? А? И что там нужно увидеть на важенке? Частный этот. Лука. А как ты, вот это ты издалека прямо определяешь, да? Или как? Видишь? Вот, тугут рядом с нами ходит. Потом поэтому лука не режешь. Такие на тугуте ставим такие же, как на матери. Вон лука не ходит. А? Частный лука. А как ты определил издалека, что это частный вилка? Ну вот это вот, допустим, вот идет важенка, да, и рядом с ней вон тугутик идет, которого сейчас пытались поймать. Как вы определили, что это вот частная? Ты ее наизусть знаешь? Нет. Другой лука. Совхозный, два снизу. Не, ну я понял, да, но ты же издалека определяешь это. То есть ты прямо видишь в ушах уже метку, что ли, издалека? И это издалека видно, какой частный, какой не частный? Вот у этого, например, метку видишь? Да? Ничего себе, какое зрение.
Пока ребята ловят тугутов, я молтыкаю, молтыкание это когда олени убегают, и за ними надо бегать. И я тут вокруг хожу и бегаю, чтобы они не разбежались. Мы находимся в Тампонском районе. А как вы все знаете, Тампонский район Республики Саха – это как раз-таки граница арктической зоны. Вот-вот и Арктика. И, конечно же, здесь климат такой же, практически очень-очень суровый и холодный. Вот, к примеру, сейчас 15 июня, ну, середина лета, и идет снег. И даже во время такой вот холодной погоды, прямо руки не имеют, скажем так, мы занимаемся оленеводством. Я вот в этом году трудоустроился только-только оленеводом в первое стадо в СПК «Фактория Тампо» и только-только получаю первые навыки. И сегодня мы ставим метки тугутам, тугуты — это маленькие оленята, ставим метки, чтобы определить, какие из оленят являются колхозными, а какие, ну как колхозными, кооперативными по сегодняшнему, а какие являются частными. И вот сейчас в данный момент ребята ходят, ставят метки именно частным оленятам. А ловят оленят так же, как и взрослых оленей, маутом, то есть арканом, который сделан из натуральной кожи, тоже оленей кожи. Но это довольно-таки сложный процесс. Не всегда получается поймать оленя. Здесь необходимы навыки, чтобы забросить точно, правильно собрать маут и точно его забросить, чтобы поймать маленького олененка в аркан. А так как у оленят практически нет рогов, это довольно-таки сложно сделать, потому что нужно ловить олененка за шею. Ну, то есть, чтобы маут именно захватил шею олененка. Стадо уже уходит пастись на пастбище, работы все приостановлены по поимке оленят. Ну и, конечно же, ребята собираются на дневное дежурство. Несмотря на то, что Артему всего 13, он уже самостоятельно умеет запрягать своего учика и спешит догонять свое стадо. Свечу, чтобы олени услышали и остановились. Дим, куда он делся? Вот он, рядом. Свечи. Тихо, мы его типа не видим. Я его и так не вижу. Вот. Где? А, вот он. На, держи. Сейчас поймаю. Опытный оленевод Артем, ловец счастья солнца, пытается поймать зайчика. Ну это так, забавы ради. Мы с Димой сегодня едем на дневное дежурство, пасти оленей, обкармливать.
держим их кучно, защищаем от хищников. Вслед за Артемом и Димой девчонки наши тоже хотят пойти на дневное дежурство. Но они сперва приготовят вкусный обед, чтобы вместе с ребятами, со всеми вместе перекусить там в поле. Привет, и сегодня мы берем гречку быстрого приготовления на дневной. Засыпали гречку, наливаем кипяток. Кипятка мы налили буквально вот столько, чтобы залить гречку. Костный мозг. И костный мозг вместо масла. Костный мозг полезен для оленеводов, потому что он содержит очень много витаминов. Берем щепотку соли. И главное блюдо этого дня – это оленина. Пока наша гречка готовится, мы идем пасти оленей на дневной. Гарно себе удася. Испытано на себе.